Отобразить все богатство истории абхазского мужского военного костюма, раскрыть образ абхазского воина через фотографии и рисунки разных времен. Именно такой видят свою цель авторы проекта Акумжуа Эльвира Арсаля и Мадина Аргун. В основе проекта 6 фотографий. Снимки Абхазской сотни, героев Великой Отечественной войны, героев войны народа Абхазии. Словом, проект Акумжуа вдохновлен героическими образами абхазских воинов разных времен. Идея данного проекта «Видоизменяясь» существует уже не один год. В его рамках будут созданы аналогии старинных фотографий. Уже идет подбор схожих типажей. Создаются специальные костюмы, готовится реквизит, подбираются декорации. Но фотосъемка – это всего лишь одно направление проекта. Другое – это создание фильма, состоящего из 6 разных историй. Проект даст зрителю возможность понаблюдать за тем, как видоизменялся мужской военный абхазский костюм в течение последних 150-200 лет. Здесь, как и в самом названии Акумжуа, люди в черкесках, раскрывается история самой черкесской, которая она неотъемлема от истории воина, истории страны. Здесь ее развитие, ее какие-то важные вехи, когда появлялось новое оружие, насколько менялся ее крой, ее те же самые расположения газырей. Да? И самая главная цель нашего проекта показать, что она дошла до наших дней, да, она видоизменилась, да, у нее появились новые атрибуты, да, может, она не такая, как 150, 150 лет тому назад, но она, как носитель духа своего народа, она сегодня дошла, что немаловажно. На сегодняшнем этапе у нас идет активная работа. Сегодня мы шьем костюмы, мы собираем реквизит, мы планируем декорации. У нас привлечены профессионалы разного рода, и здесь есть поле для деятельности для каждого. Наш этнограф, который работает в проекте Руслан Гожба, наш сценограф Алексей Чачба, который занимается декорациями. Все эти люди, которые они не только профессионально участвуют в этом проекте, но у каждого есть свое личное отношение к истории тех людей, которые мы раскрываем. И здесь, конечно, надо быть убедительным в каждом атрибуте времени, который мы заявляем. Жанр проекта видеоарт – это нечто совершенно новое для Абхазии. Это своеобразный синтез театра, кино, живописи и фотографии. Если делать, да, кино это, ну, сегодня, правда, надо иметь очень много денег. И вот думая над тем, как прийти, вот, допустим, к той же мысли, передать эту мысль, допустим, как шла вот война, потому что мы рассказываем о героях, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях. И с помощью жанров искусства, да, с помощью некой условности, где-то даже, я бы сказала, театральной условности, вот у нас с Эльвирой был вопрос, как сделать, как передать ту или иную атмосферу военную атмосферу. И пришли на сегодняшний день вот к такому решению. Видеоарт, этот жанр, он позволяет тебе крайние условности. Ты не ограничен в этих условностях. На сегодняшний день решение нашего фильма, оно сконцентрировано на... Не хочется, конечно же, раскрывать неких секретов, да, и неких таких сюрпризов для зрителя, но вся наша съемка, это 6 историй, она сконцентрирована в одном месте. Да? То есть без натуры, без съемок уличных и так далее, без подробного рассказа, без подробного описания, сколько было войск, количество этих войск и так далее. То есть мы, используя некую, одним словом, используя некую условность театральную,
мы делаем эту продукцию, этот проект не менее захватывающим и не менее выразительным. Декорации для проекта готовит профессиональный сценограф Алексей Чачба. Своим поведением, своим образом жизни, своей внешностью люди в черкесках невольно вызывали уважение к себе, считает один из участников проекта, этнограф Руслан Гожба. Один из обязательных тостов у абхазов был тост «Акунжуз шум, ауа аншейнхат». Я подчеркиваю «ауа» – люди. Своим поведением, своим образом жизни, внешностью, я подчеркиваю, невольно вызывали уважение к себе, и человек при встрече с ними, будь он рожден в Абхазии, будь он иноплеменный, он должен был вести себя так достойно, то есть не нарушая общечеловеческих этических норм. Это очень объемная тема, общечеловеческая. Она больше направлена даже на духовный внутренний мир развития человека. Абхаза, кавказца, человека вообще. Авторы проекта не раскрывают творческих тайн, но они абсолютно уверены, что каждый участник проекта воспринимает его как нечто очень личное, а потому дорогое. Точно такое же отношение к проекту и у его спонсоров. Конечно, для авторов это особенный период сейчас, реализация проекта, сложного, необычного. Доселе ранее ничего похожего в Абхазии не было. И проект требует от нас, как от спонсоров, не только спонсорского участия там, по пунктам договора. Нет, мы стараемся помочь авторам и в личностном плане, наблюдать за его реализацией, вникать в его суть. Вот для нас это очень интересно, и мы думаем, что этот проект под своей новой формой он захватит сердца всех тех, кому он будет представлен в сентябре этого года. Он будет интересен и диаспоре, и российскому зрителю. И мы не знаем, как сложится судьба проекта. Возможно, что и на какие-то площадки информационные мирового масштаба. Мы очень хотим, чтобы это случилось с этим проектом, потому что он понесет самое лучшее, самое чистое, правильное, то абхазское, которое объединяет всех нас, которое живет в нас. Проект Акумжуа – это уникальная возможность оказаться на пересечении прошлого и настоящего. В этом проекте наши современники окажутся в пространстве, стилизованном под давно ушедшие времена. Они будут иметь возможность ощутить себя участниками войн самых разных эпох, а мы, наблюдатели, сможем таким образом почувствовать связь прошлого, настоящего и, возможно, будущего.